прямом эфире новостя. На микрофон любуется Макар Марковкин и Степан Сундуков. Здрасте. От удовольствия кряхтя передаем последние новостя. Российские новостя. В Госдуме выступили с предложением разрешить россиянам собирать валежник в лесу. Да, а говорили, что пик кризиса пройден. Оказывается, все еще только впереди. Отмечается, что проект закона был внесен на рассмотрение депутатом Андреем Тумановым. Ну точно, все сходится. Даже и фамилии депутата намекат на будущее, которое нам уготовано. В настоящее время, согласно Лесному кодексу, древесину для собственных нужд запрещено заготавливать без документов купли-продажи. Ага, а чтобы получить эти документы, надо получить кучу других. В общем, бумаги набирается столько, что зиму можно и без древесины прожить. Депутат считает, что в кодексе необходимо прописать, что валежник является поваленной, мертвой древесиной, которая повреждена грибком или насекомыми. Ну да, только еще надо прописать, что запрещено свежесрубленные деревья присыпать грибком и насекомыми. Международные новости. Российские бомбардировщики несколько раз пролетали в непосредственной близости от эсминца ВМС США «Дональд Кук» в Балтийском море. Плохо все-таки американцы историю знают. Вот зачем Кук приплыл к аборигенам, а? Вооружения на самолетах не было, но в США считают такие маневры небезопасными и провокационными. То есть эсминец с полным вооружением у берегов России — это безопасно и не провокационно, а невооруженный самолет нет? Публично об этом в американском флоте не говорят, но в кулуарах Пентагона решают, обнародовать ли фото подлета самолетов или нет. Согласен. Как объяснить, что на картинках американские военные моряки испугались безоружного самолета? И после нашего пролета, спустя уже 4 дня, в испуге бегают матросы по закоулкам корабля. Ну вот и все. Что будет дальше? Потом расскажут новостя.